Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Как только лед спадет, уже начнут рыбу возить. В Северной Осетии продолжается реализация программы «Борьба с бедностью». Так, многодетная семья из станицы Николаевская планирует разводить мальков. Закупить рыбу удастся благодаря выделенным средствам. Такие конкурсы очень важны для профессионального роста педагогов. 48 педагогов принимают участие в конкурсе «Лучший учитель года». Впереди 2 этапа. В финал пройдут лишь 15 человек. Есть необходимость немножечко его скрепить и добавить или сметану, или молоко. В Владикавказском торгово-экономическом техникуме рассказали секреты приготовления остинских пирогов. Техникум собрал на своей площадке экспертов профильных учебных заведений из Мурманской, Кемеровской, Красноярской областей и не только. Глава республики Вячеслав Битаров провел рабочую встречу с руководителем Североостинского государственного заповедника Олегом Дзалаевым. Стороны обсудили задачи по развитию экологического туризма и сохранению историко-культурного и природного наследия на территории заповедника. Хотелось бы сегодня обсудить вопросы, которые сегодня находятся в вашей компетенции, вопросы важные для республики. Это работа нашего республиканского госзаповедника. Для республики важное направление работы. Давайте обсудим вопросы совместной нашей работы, чтобы заповедник развивался, работа шла целенаправленно. Эти вопросы хотелось, чтобы мы с вами обсудили. Олег Дзалаев подробно проинформировал главу республики о деятельности Североостинского государственного заповедника. По его словам, одной из приоритетных задач является сохранение биологического разнообразия региона. В непрерывном режиме инспекторы заповедника охраняют заповедную территорию. Единственный уголок дикой природы, где экосистема не подвергалась воздействию человека. То есть и деревья, и растения, и животные живут в диких условиях, в естественных условиях. Мы стараемся, чтобы их не тревожили. И хотелось бы, чтобы это осталось нетронутым, нашим последующим поколениям тоже передать в том виде, в котором мы его сами видим на сегодняшний день. Правильно вы отметили, вопросы экосистемы играют важную роль. И сегодня мы не должны потерять их. Сегодня в республику большинство туристов едут увидеть природу в первозданном виде. Поэтому прошу также совместно с республиканскими органами власти отрабатывать эти вопросы и сохранить нашу природу. В Северной Осетии продолжается реализация программы «Борьба с бедностью». Так, в рамках программы многодетная семья Царгасовых из станицы Николаевской планирует разводить мальков. Закупить рыбу удастся благодаря выделенным средствам. Пруд площадью 9 гектаров уже взяли в аренду. Сейчас семья своими силами чистит территорию. Оформить документы и составить бизнес-план помогли в комплексном центре социального обслуживания по Дегорскому району. По программе семье выделят 250 тысяч рублей. В планах не только выращивать рыбу, но и благоустроить территорию вокруг. Соцконтракт нам подсказали, что есть такая программа. Мы решили собрать документы, сдать. В дальнейшем хотим облагородить, поставить беседки, кормушки. На эти средства удастся оплатить налог и закупить малька. Больше пока ничего, и корм. Как только лед спадет, уже начнут рыбу возить. Всего в Дегорском районе заключили 30 социальных контрактов. 18 из них по направлению самозанятые, 6 человек нуждались в трудоустройстве и 4 планируют развивать личное подсобное хозяйство. Напомним, программа «Борьба с бедностью» вступила в силу в 2021 году. Она рассчитана на малоимущих граждан. Принять участие в ней можно по нескольким направлениям. Это поиск работы и трудоустройства, помощь в предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства и регистрация статуса самозанятого.
Каждый может выбрать для себя направление, где больше нуждается в помощи. Заявки рассматривает межведомственная комиссия. Всего поддержку должны получить более 1000 человек. На эти цели с федерального и республиканского бюджетов выделен 151 миллион рублей. Годовая инфляция в Северной Осетии осталась на уровне 5%. Показатель не изменился с декабря 2020 года. К такому выводу пришли аналитики отделения Национального банка по республике. На замедление инфляции повлияли временные региональные факторы, по словам специалистов. Так, предложения на некоторых продовольственных рынках стали шире. Повлияла и ценовая политика местных торговых сетей. Обратный эффект на цены оказали федеральные факторы – это ослабление рубля и ограничительные меры, связанные с пандемией. Продовольственная инфляция стала ниже. Если в декабре это было 8,9%, то сейчас 8,8%. Не наблюдается стремительного роста цен на ряд овощей и фруктов, таких как огурцы и яблоки. В первом случае причина в том, что предложения тепличных хозяйств стали больше, а во втором возможности вывести продукцию местных производителей из региона стало меньше. Связано это с противоэпидемиологическими мерами. Запасы урожая прошлого года сократились. Как следствие, выросли цены на картофель, морковь, свеклу и капусту. Непродовольственная инфляция также незначительно замедлилась и составила 3,7%. В декабре прошлого года она была 3,8%. Здесь основной фактор – это политика торговых сетей. В результате различных акций, которые они проводили, замедлился рост цен на бытовую технику. В то же время ускорился рост цен на товары со значительной долей импортной составляющей, такие как легковые автомобили и мебель. Цены на топливо выросли. Причиной стало увеличение его оптовой цены и индексации акцизов с начала года. Расширение внутреннего туризма, когда выезды за рубеж ограничены, привело к подорожанию авиабилетов. При этом цены на зарубежные поездки сейчас ниже, чем в прошлом году. Более 47 миллионов рублей в Северной Осетии направят на строительство 26 домов в селах. Это стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». О том, что удалось сделать в рамках этой программы в прошлом году и какие планы ставит ведомство в 2021-м, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев на встрече с журналистами. В целом на реализацию программы в этом году направят более 650 миллионов рублей, пояснил министр. Строительство домов в селах – это один из серьезных шагов к улучшению жилищных условий граждан. Это найм жилья, где предполагается только строительство. И мы туда планируем в этом году 26 домов. 4 в Моздовском районе, 22 примерно. Там на каждого члена семьи по 18 квадратов выделяется. Условно, если семья из 5 человек, можно построить дом из 90 квадратов. Значит, там программа предусматривает 20% дают работодатель, то есть тот, где работает работник, работодатель платит за своего работника 20%, 80% государства. Это новая программа. Кстати, она была инициирована, вообще эта программа в Российской Федерации родилась благодаря встрече главы республики с Патрушевым. Также в рамках этой программы в республике проводится ряд социально важных мероприятий. Это и ремонт уличных освещений, тротуаров, установка ливневых канализаций в 37 населенных пунктах республики. А еще реконструкция водопроводных сетей, которые в основном изношены в селах республики. Так, в селениях Майрамадак и Лихотово замена коммуникаций ждет в этом году. В рамках подпрограммы «Современный облик сельских поселений» запланированы строительство и реконструкция социально важных объектов. Задание главы у нас единственный район, где нет сегодня культурно-оздоровительного комплекса, это Яровский район. И в этом году приступаем тоже к строительству. Программа, вот она включена в программу на 3 года. Мы хотим сейчас, если
продуктовик, подрядчик договориться, чтобы завершить его за 2 года. Помимо этого есть 2 небольшие суммы населения до это ФАП и до культуры ремонт их. И на сегодняшний день по дополнительным то, что мы просили, глава встречался с Патрушевым, просил дополнительные деньги, и нам выделяют дополнительные деньги на реконструкцию школы в Красногорье и реконструкцию Дома культуры, 71 миллион. В Северной Осетии продолжают развивать рыбное хозяйство. Начинающим предпринимателям помогает государство. Выделяют гранты. Такой поддержкой уже воспользовались северостинские бизнесмены. Подробнее в материале Хета Гаплиева. Алан Валиев около года занимается разведением форели. Начать решил в период пандемии коронавируса. Предприниматель воспользовался государственной поддержкой, получил грант на развитие своего бизнеса, а затем и финансовую помощь от фонда микрофинансирования по льготным процентам. На сегодняшний день мы пока полностью не функционируем, только начали. Вот благодаря займу, который нам был предоставлен, мы закупили малька. Он у нас сейчас вот уже вырос. Что, осетр? Нет, это форель. Форель, да? Это радужная форель у нас. На сегодняшний момент на нашем хозяйстве около 20 тонн рыбы уже товарной. Посмотреть, на что именно бизнесмен потратил выделенные средства, приехали руководитель фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса Авдан Найфонов и член регионального штаба ОНФ Тимур Медоев. На полученные средства, а это 3 миллиона рублей, Алан Валиев закупил кор и электрическое оборудование. Пока мы видим в электроэнергии, мы пользуемся солнечными батареями. Классно. Но их нам не хватает. Сколько мощности вот эти батареи дают? 3 киловатта дают, это чтобы просто жизнедеятельность нашу обеспечивать. В будущем мы планируем сюда ставить кислородное оборудование, на него нужно будет хорошая мощность. Мы написали на тех условиях, но пока говорят, что линия электропередач слишком далеко и подключения нет возможности. Дайте нам документы, мы вам поможем с этим. Обязательно мы вам предоставим. Кто там, Россети? Да, наша МРСК, Россети. Да. Они уверяют, что они поддерживают бизнес. Вот мы и проверим. Пока хозяйство работает на 25% от запланированных цифр. В планах у предпринимателя только расширяться. Рядом с уже существующими 5 бассейнами планируется построить еще 15 таких. Тогда предприятие сможет разводить до 200 тонн форели. Еще одна компания, которая воспользовалась займом в фонде микрофинансирования, это клиника Аллы Битаровой. В прошлом году сфера услуг была признана как одна из наиболее пострадавших из-за коронавируса. Поэтому она также получила денежные средства по льготной ставке 3,75% годовых. Она заручилась собственным оборудованием и закупила новое, одно из которых стоит почти 2 миллиона рублей. Частично не только оборудование закупила, но и препараты для развития своего бизнеса. Туда входят косметологические препараты и многое другое. Но вы уже полностью расходовали средства? Пока нет, пока есть. Будут сейчас еще закуп. Мы планируем новое оборудование, современное. Пока не буду раскрывать свои тайны, но будет самый хороший, самый лучший аппарат единственный в нашем городе. Льготными ставками также могут воспользоваться предприниматели строительной сферы, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг. Для приоритетных направлений развития определена максимальная сумма займа в размере 5 миллионов рублей. Для всех остальных до 3 миллионов рублей. Непосредственно при подаче заявки полностью анализируется финсостояние, также изучается возможность будущей оплаты со стороны предпринимателя и принимается соответствующее решение. Сколько в итоге выдать, да? Да, в том числе в процессе изучения и обработки заявки может быть уменьшена сумма займа как со стороны предпринимателя, так же со стороны фонда микрофинансирования может быть предложено заявителю уменьшить сумму. Здесь уже сам предприниматель решает, нужна ему сумма или нет. Для того, чтобы получить консультацию, вы можете обратиться по номеру телефона 40 26 08. Хета Гаплиев, Алана Бзыкова, Новости Осетии. В Доме офицеров Владикавказского гарнизона для военнослужащих 58-й армии провели праздничный концерт. В мероприятии приняли участие творческие коллективы республики. Организатором выступил Владикавказский городской молодежный центр. Всего представили более 12 номеров. По словам организаторов, в такой праздник важно поздравлять военнослужащих и создавать для них праздничное настроение. Решили сделать подарок военнослужащим 58-й армии, которые служат вдалеке от дома.
которым тоже хочется тепла какого-то. И дети всегда выигрышно смотрятся на сцене. И детям это полезно, чтобы они тоже знали и видели, что такое защитник Родины. День защитника Отечества отметили в Северостинском государственном университете. Праздник начался с построения курсантов первого на Северном Кавказе военного учебного центра. Они исполнили гимны России и Осетии. Затем вместе с гостями возложили венки к памятнику Великой Отечественной войны. Студенты, преподаватели, служащие СОГУ, 600 человек призвали в Красную армию защищать Родину. Больше 100 не вернулись обратно. Их память почтили минутой молчания. За высокие показатели в военной подготовке ректор вуза Алан Угоев вручил отличившимся курсантам благодарственные письма и ценные подарки. В праздничный день в университете можно было посмотреть выставку военной техники, показ вооружения и обмундирования вооруженных сил. По традиции, в конце официальной части всех пригласили к полевой кухне, угощали настоящим солдатским обедом. Напомним, военный учебный центр при СОГУ открыли в 2019 году. Здесь студенты очной формы проходят обучение по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. Выпускаться курсанты будут уже с военным билетом и без призыва на срочную службу. Завтра вы будете выпускниками, и в ваших руках будет судьба нашей Родины. И глядя на вас, я могу с уверенностью сказать, что судьба нашей страны в надежных руках. Добрый путь, ребята! Праздником. Мы сегодня почтили память защитников Отечества, которые ушли из стен нашего университета во времена Великой Отечественной войны. Хотел отметить, что отдельно мы уделяем большое внимание военно-патриотическому воспитанию, а функционирование военного учебного центра в наших стенах позволяет провести военно-профессиональную ориентацию наших студентов. Военно-патриотическую акцию провели активисты российского движения школьников. В День защитника Отечества на мемориале славы молодые люди почтили память героев, отдавших жизни за безопасность страны и будущих поколений. Юные патриоты возложили цветы к могилам участников локальных и международных конфликтов. Подрастающее поколение бережно хранит память о тех, благодаря кому мы живем в мире и благополучии. А еще активисты российского движения школьников поздравили с праздником военнослужащих 58-й армии. И даже организовали праздничный концерт с военными песнями, музыкой и подарками. Мы, активисты российского движения школьников, пришли отдать дань памяти солдатам, воинам, тем, кто выполнял свой интернациональный долг, тем, кто погиб, участвуя в военных конфликтах в Афганистане, в Чеченской республике, в Южной Осетии. Сегодня для ныне живущего поколения это праздник, но мы должны помнить своих героев, тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Я думаю, что Осетия может гордиться своим подрастающим поколением, потому что очень много мы провели в рамках преддверии 23 февраля акций. Это армейский чемоданчик, зарядка с папой, служившим в армии. И эти все воспитательные мероприятия, я так думаю, бесследно не пройдут. В Северной Осетии определят лучшего учителя года. Сегодня прошел первый этап, в нем участвуют 48 педагогов со всей республики. Организатор – Министерство образования и науки республики. Конкурс проходит в 2 этапа. На первом учителя провели уроки и внеурочные занятия. Во втором этапе конкурса пройдут 15 человек, которых ждет испытание, мастер-класс. Педагоги будут делиться друг с другом опытом. Такие конкурсы очень важны для профессионального роста педагогов. Их надо проводить каждый год. Было ново в моем опыте работы, потому что это конкурс республиканского масштаба, где я получаю свой какой-то опыт и смотрю на как проходит конкурс, да, то есть как представляют другие конкурсанты свои работы и так далее. Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» стартовал сегодня в Северной Осетии. Торжественное открытие прошло в концертном зале СОГУ. Чемпионат продлится 3 дня с 25 по 27 февраля. В этом году он проходит в 8-й раз. Участие в нем будут принимать по 29 компетенциям. В 20 основных будут соревноваться студенты в возрасте от 16 до 22 лет. Школьники смогут попробовать свои силы в WorldSkills Russia для юниоров. Участники старше 5
50 лет тоже смогут показать свое мастерство. География чемпионата не ограничивается регионом. Среди участников представители Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. Чемпионат развернется на 6 площадках. Из победителей сформируют команду, которая пройдет отборочные соревнования, а после примет участие в финале чемпионата. Главная цель WorldSkills – это популяризация рабочих профессий и быстрая трансляция мировых практик профессионального мастерства. Особенностью сегодняшнего чемпионата нашего является то, что мы очень большой упор сделали на деловую программу. Команда агентства стратегических инициатив приехала сюда впервые с визитом. Наше направление «Молодые профессионалы». Завтра мы будем обсуждать все передовые практики подготовки кадров в системе СПО. И в первую очередь мы надеемся на то, что все работодатели, весь экономический блок республики будет активно вовлечен в заказ именно по тем компетенциям, по тем образовательным программам, тех специалистов, которые сейчас будут востребованы в экономике республики и в этом году, и на долгосрочную перспективу. Ресурсный центр поддержки добровольчества в чрезвычайных ситуациях участвует в госпрограмме молодежной политики. Об этом журналистам сообщил руководитель ресурсного центра Роман Караев. В ее рамках они обучают молодежь правилам и навыкам организации первой помощи. Работа проходит со школьниками, студентами и всеми желающими. Кроме того, весь прошлый год они участвовали в акции «Мы вместе». Помогали с гуманитарной помощью и переоборудованием больниц. На сегодняшний день в ресурсном центре около 100 человек. Сейчас в приоритете занятия по подготовке к спасению человека на воде. Это очень понадобится ребятам летом, потому что каждое лето все, у кого есть аттестация спасателей, смогут трудоустроиться на водную станцию у нас, либо поехать куда-то на море работать спасателями. Хотим до лета обучить несколько человек на специальность матрос-спасатель, потому что к нам регулярно обращаются из администрации города с просьбой помочь с дежурством на водной станции, и регулярно тоже с разных детских лагерей приходит запрос на спасателей, но там нужно обязательное условие, чтобы у человека было удостоверение матроса-спасателя. И мы поставили себе цель хотя бы 5 человек обучить. Секретами приготовления остинских пирогов поделились во Владикавказском торгово-экономическом техникуме. Он собрал на своей площадке экспертов профильных учебных заведений из Мурманской, Кемеровской, Красноярской областей. И не только. Также гости республики изучали традиции и обычаи республики. Как приготовить идеальный пирог остинский, теперь знает и Сабина Гатагова. Если у вас сыр по консистенции, когда вы его собираете, рассыпается, значит, есть необходимость немножечко его скрепить и добавить или сметану, или молоко. Консистенция, вес, начинка и даже настроение. Чтобы приготовить вкусные осетинские пироги, важно все. За этими секретами Раиса Челимбаева приехала из Красноярского края. У Раисы Петровны многолетний стаж. Пироги тоже пекла, но многих нюансов, признается, не знала. Рассказали, показали, объяснили все, начиная от самых истоков и до того, какие они должны быть на разрезе, как они подаются, как выпекаются. Мы очень благодарны за это все. За навыками во Владикавказский торгово-экономический техникум приехали и представители Татарстана. Эля Генедилова рассказывает, осетинские пироги – одно из любимых блюд. Пробовала готовить на чемпионатах WorldSkills. Попав на мастер-класс, начала учиться всему с нуля у настоящих профессионалов. Очень много нюансов, как правильно тесто замешивается, то есть какая консистенция должна быть. Все-таки, например, у нас татарское блюдо, там отличается тесто от осетинских. То есть очень много узнал для себя. Ученики из разных уголков страны пекут пироги без остановки. Начинки самые разные. С тыквой, черемшой, сыром, картошкой. По прогнозам педагогов, конкуренция в этом году будет сильнейшая. Очень хотят освоить эту компетенцию. И поэтому те, которые хотят, они действительно едут туда, где они могут этому научиться. И они молодцы, что они приехали, взяли для себя очень много нового. Исправили свои ошибки, которые они допускали, конечно. И будем надеяться, что эта поездка им пойдет на пользу. Техникум собрал на своей площадке мастеров и экспертов профильных учебных заведений из Мурманской, Кемеровской, Красноярской областей, также Кузбасса, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Вопрос возник с возникновением компетенции выпечки остинских пирогов. Мы когда были в Москве, все попробовали вкус остинских пирогов, ароматный запах. И они соизволили
принять участие в этом и научиться готовить и печь осетинские пироги. За 3 дня мастер-классов гости Северной Осетии испекли более сотни пирогов, изучили традиции и обычаи республики и теперь с новыми знаниями отправились домой делиться опытом со своими учениками. Сабина Гатагова, Алан Суанов, Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.